Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии, по данным республиканского ГИБДД, в прошлом году остановили 4460 нетрезвых водителей. Из них 624 сели пьяными за руль повторно. Их не остановили ни судимость, ни лишение прав. И для таких рецидивистов с июля 2022 года действует норма закона, позволяющая конфисковать автомобиль в доход государства. Как сообщили в прокуратуре Якутии, в прошлом году у водителей, которых повторно сели за руль в нетрезвом виде, конфисковали 159 транспортных средств. Какова ситуация в этом году, поговорим с гостьей студии Марианной Масиной, старшим помощником прокурора города Якутска. Марианна Рашидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте начинать. Какое количество дел, связанных с нарушением правил дорожного движения, именно в части вождения в нетрезвом виде, уже зафиксировано в этом году? Хотелось бы отметить, что за период, начнем с 2023 года, судами Якутского городского суда рассмотрено свыше 300 уголовных дел, различные категории. 3 уголовных дела рассмотрено за управление транспортным средством, участником которого стало совершение дорожно-транспортного происшествия, где погибли участники, то есть это 3 уголовных дела. 5 уголовных дел – это когда лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего пострадали участники дорожно-транспортного происшествия и причинили им тяжкий вред здоровью. Это 5 уголовных дел. Ну и остальная часть, это более 200 уголовных дел. Это в случае, когда лицо управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уже ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, либо ранее уже привлекался, имеет непогашенную, не снятую судимость. То есть таких категорий такое достаточное количество. В текущем 2024 году, за 4 месяца 2024 года таких уголовных дел было рассмотрено более 70, там немножко поменьше, совершение дорожно-транспортных происшествий в основном касалось, когда лицо управлял транспортным средством и ранее опять имеет непогашенную судимость. Такая категория дел, которая рассматривалась. Конечно же, управление транспортным средством это является одной из серьезных нарушений, каждый раз на всех радиостанциях, телевидениях, говорится и проводится, так скажем, профилактическая работа, но тем не менее все равно совершать данные преступления. А бывают же такие случаи. Подождите, человек в нетрезвом виде сел за руль, у него разве не должны отнять водительские права за это? Потому что это же нарушение. Все верно, но бывают такие нерадивые, так скажем, преступники, которые, пренебрегая даже это, пренебрегая, что в отношении него ранее, не знаю, год тому назад, по постановлению решения суда он был уже лишен права управления транспортным средством на 2 года, плюс еще штраф ему назначили, он, пренебрегая решение суда, ставя в опасность других участников дорожного движения, себя в свою очередь, снова сел за руль. Это уже уголовная ответственность. Это уже уголовная ответственность наступает, все правильно. А какие еще есть случаи, когда в состоянии опьянения, садясь за руль, наступает уголовная ответственность? Потому что про административную вы сказали уже. Да. Законодателем определено, что совершение, лицо, управляющее транспортным средством, вступает в случай, если его устанавливает уполномоченное должностное лицо, устанавливает факт употребления алкогольной продукции, алкогольного опьянения, это раз. Во второй случай, если в его организме установлен факт наркотических, психотропных веществ, это второй случай, И в-третьих, когда на законные требования должностных лиц пройти медицинское свидетельство, он отказывается. То есть это 3 случая, когда устанавливается факт опьянения. При этом уголовная ответственность, наступает в 3 случаях, опять же, когда он совершил дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадали участники дорожного движения, в случае, когда он имеет уже административную ответственность, и в случае, когда он уже имеет непогашенную судимость. То есть, одним словом, если бывают случаи, когда у него есть административное привлечение за употребление алкоголя, у него есть уголовная ответственность за аналогичные преступления, и он еще раз совершает преступление. Такие случаи тоже бывают.
Как быть с такими людьми? Ну вот нарушили закон, должно быть и наказание какое-то. Ну, вот я вот, может быть, забегу немножко вперед, да, судами применяется наказание, да, если, ну, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, да, назначается наказание первоначально в виде обязательных работ, исправительных работ, но в случае, если лицо ранее управлял транспортным средством, повторно совершил, да, если пострадали в виде причинения тяжкого вреда здоровью, либо смерть наступила, да, у пострадавшего, то, ну, позиция органа прокуратуры однозначно назначать наказание в виде реального лишения свободы. Если посмотрим статистику за 2023 год, то судами Якутского городского суда было применено в виде реального лишения свободы с отбыванием либо в исправительной колонии, да, либо в колонии поселения в отношении 47 лиц. Также судом применялось наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73, то есть это условная мера наказания, то есть в течение 4 лет, да, 5 лет за ним будет осуществляться надзор, да, то есть специализированная государственная организация в виде уголовно-исполнительной инспекции будет контролировать его, ходить по месту жительства, он обязан будет являться, да. Если он вот в период 4-5 лет снова совершает преступление, либо правонарушение связано с нарушением общественного порядка, ну, одним словом, распитие спиртных напитков в общественных местах, то он отправляется в колонию поселения, ну, то есть отменяется условная мера наказания. Также судами применяется наказание в виде обязательных работ, да. Таких случаев было более 150. Назначается наказание в виде штрафа. Ну, то есть это вот именно штраф, да, это вот ранее не привлекался, ранее не было, так скажем, в поле зрения. Но при этом сразу хочу отметить, что помимо основного вида наказания, да, то есть в виде лишения свободы, там, не знаю, обязательных работ, государственными обвинителями активно используется и применяется назначение в виде дополнительного наказания. Это управление транспортным средством. Одним словом, ему назначается в виде реального лишения свободы 5 лет, он отбывает, да, вот эти 5 лет, потом освобождается, и уже в течение 2 либо 3 лет у него также лишает права управления транспортным средством. То есть у него вот это такие продолжаемые преступления, да, с наказанием, которое он должен отбыть. То есть все равно вот это применяется. Ну вот, наверное, не было еще таких случаев, да, когда на всю жизнь отнимали водительские права и не давали право управления транспортным средством. В случае того, что, например, есть же рецидивисты, которые вот даже срок отбыли и все равно продолжают вот так вот нарушать. Но здесь мы уже идем с другой точки зрения, да. Мы все равно анализируем каждое уголовное дело, проводим проверки в отношении лиц, которые состоят на учете с диагнозом наркомания, алкоголизм. И здесь органами прокуратуры ведется активная работа по предъявлению исковых заявлений о лишении права управления транспортным средством, то есть о прекращении его водительских прав, да, на весь период. То есть суд рассматривает наше исковое заявление. В 2023 году было подано порядка 40 исковых заявлений, да? То есть, к примеру, житель города Якутска ранее, после получения водительских удостоверений, да, даже если он не привлекался к административной ответственности, связанной с управлением транспортным средством, он просто состоит на учете наркомания, алкоголизм и так далее, да, не принимает меры по лечению, да, орган прокуратуры предъявляет исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц, да, потому что в интересах жителей полностью Республики Саха-Якутия, да, по прекращению его водительских прав. То есть суд прекращает полностью, автоматически вот эта информация уходит в орган государственный, в орган, получается, НАСГАИ, да, и они уже прекращают его действие. В случае, если он уже повторно, да, хочет получить водительские права, да, повторно начинаются теоретические знания, да, как знания проведения. Также необходимо повторно пройти медицинскую комиссию, да, то есть повторная та же процедура. То есть он должен доказать, что он исправился, да, то есть он вылечился. Вот такие последствия есть. А если что-то происходит на улице, и, например, жители города видят там прямое нарушение или водитель как-то странно себя ведет, имеет ли право позвонить в ГИБДД, вот в службу дорожную, чтобы сообщить
о таком происшествии? Ну, конечно, может, да, может зафиксировать, да. Бывает, но это, конечно, это вот бдительность граждан, да, чтобы, ну, если вот вы сейчас увидите автомашину, которая, ну, по внешним признакам, да, бывает Странно едет. странно едет, да, лучше позвонить, сообщить в орган полиции, да, записать машину, да, автоматически передадут данную информацию должностным лицам, они остановят, уже проверят. Лучше предупредить, да, чтобы, ну, не было в дальнейшем каких-то более тяжких последствий. Да. Он может дальше поехать, вы скажете, ай, ну ладно, да, и потом совершить дорожно-транспортное происшествие, не знаю, будет кто-то проходить по регулируемому пешеходному переходу, да, он с большой скоростью, потому что, ну, в состоянии алкогольного опьянения такая небольшая эйфория, да, и он, соответственно, ну, мало ли что произойдет, да, уж лучше предупредить. Так что пусть граждане, ну, более бдительно смотрят, да, и, соответственно, лучше пресечь данные действия. Мгм. И про конфискацию транспортных средств хочется вас еще спросить. Вот конфискация автомобиля, она же происходит в доход государства. А какова практика? Вот, как выглядит вообще вся эта процедура? Мгм. Ну вот, начиная с июля 2022 года конфискация транспортных средств начала применяться. А, Это вот законодатель четко определил, учитывая, что факты, да, употребления, как вот ранее вы говорили, что один раз сел за руль, во второй раз сел за свое транспортное средство, да, и вот законодатель уже определил, чтобы при рассмотрении данных уголовных дел, да, рассматривать вопрос о конфискации транспортных средств, то есть принудительное изъятие автомашины собственника, да. Если имущество, ну, бывают случаи, когда взял автомашину супруги, сел и поехал. Он думает, что, ну, это супруги, его не конфискуют. Тем не менее, совместно нажитое имущество, да, по нормам Гражданского кодекса, Семейного кодекса, все равно автомашина, транспортное средство, если она приобретена в период брака, будет изъята в доход государства. Ну, ну, вот вы статистику уже проводили, да, более 150 уже конфисковано транспортных средств, из них реализовано более 60. То есть после вступления в законную силу решения суда, да, направляется у нас в службу судебных приставов, они уже проводят торги, да, то есть эта автомашина выставляется на торги, стоимость потом взыскивается, ну, получается, оплачивается, да, и пополняется в бюджет. Конечно, если смотреть, какие транспортные средства, да, реализовываются, начиная с УАЗ, да, и начинается более дорогими импортными автомашинами транспортные средства, да, Toyota RAV4, Honda, да, Toyota Land Cruiser, даже были случаи в 2023 году, да. Грузовые были, наверное, автомобили? Грузовые были, да, тоже, ну, то есть по всем, во всяком случае, мы даем информацию, да, у нас есть телеграм-канал прокуратуры республики, и там даже сама автомашина фиксируется, да, и мы специально в целях профилактических мер, да, выставляем, да, то есть все же знают. Бывают случаи, когда, ну, так скажем, предприимчивые, да, граждане после совершения дорожно-транспортного происшествия или либо употребления алкогольного опьянения, да, их останавливают сотрудники полиции, и сегодня они являются собственниками, а на следующий день они уже начинают говорить, что нет, мы вот, так скажем, позавчера оформили договор с родственником, соседом и так далее, да, и начинается вот проводиться проверка. Это не моя машина, одним словом. Но здесь законодатель рассматривает два вопроса. Либо все-таки конфискация, да, транспортного средства, потому что на момент совершения управления транспортным средством он управлял, да, согласно информации ГАИ, да, учетной карточки, так скажем, он являлся собственником, и, соответственно, взыскание, конфискация идет его транспортного средства. Либо второй вариант. По нормам Уголовного кодекса Российской Федерации законодатель предусмотрел конфискацию стоимости от продажи. То есть если он Действительно продал, тогда будьте любезны, средства предоставьте. Да, то есть если он продал за 500 тысяч рублей, вот эти 500 тысяч рублей по приговору суда взыскиваются.
То есть вот это тоже учитывается, да. Если какая-то стоимость заниженная, то здесь уже оспаривается договор купли-продажи, да. Они иногда могут указать, извините, 50 тысяч, да, Toyota, я не знаю, RAV4, хотя мы знаем, по рыночной стоимости она не стоит. Здесь оспаривается сам договор. То есть это все решается в рамках рассмотрения дела. Ну что ж, Марианна Рашидовна, я думаю, что многие для себя сделали необходимые выводы и трижды подумают, прежде чем садиться за руль. Большое спасибо вам за информацию. Будем рады видеть вас в нашей студии еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.